Но мы можем сказать, что и сами земства осуществляли свою издательскую деятельность. Например, на территории Уфимской губернии, вот Уфимским земством, издавался своя собственная газета и свой собственный журнал. Газета называлась «Уфимский сельскохозяйственный листок». И вот когда я работала на публикации, посвященной этому изданию, и прорабатывала содержание, я увидела, насколько интересным, насколько тщательно продуманным было содержание этой газеты. Потому что газета отражала абсолютно все вопросы экономической жизни России, того, что происходило в политике, того, что происходило на уровне государства, того, что касалось непосредственно Уфимской губернии. Оно популяризировало достижения сельскохозяйственного производства и показывало, как можно использовать эти достижения крестьянам. То есть вот вообще назначение книг и журналов, газет в то время, предназначенных именно для народа, состояло в том, чтобы не только просветить людей, но и помочь им выработать новое мышление, новый менталитет в изменившихся социально-экономических условиях, когда страна фактически начала настолько быстро преобразовываться, что это требовало и изменения мышления людей. И вот такие издания, они помогали. Очень интересным проектом, который тоже реализовывался в это время, и книги этого проекта попадали в земские библиотеки, был проект Николая Александровича Рубакина. Вообще имя Николая Александровича Рубакина мы связываем прежде всего с тем, что он был исследователем чтения, он был исследователем в области библиопсихологии, потому что именно ему принадлежит новое для того времени научное направление библиопсихологии, которое говорит о том, что каждая книга должна найти своего читателя. И каждый человек находит в книге свое собственное содержание. Поэтому у книги, говорил Рубакин, нет абсолютно объективного содержания, и даже один и тот же человек на протяжении всей своей жизни, обращаясь к одному и тому же произведению, может открывать для себя все новые и новые пласты. Но Николай Александрович Рубакин был и величайшим популяризатором науки. Почему? Потому что он имел блестящее образование. Он учился в Санкт-Петербурге одновременно на 3 факультетах. И это был историко-филологический факультет, естественно, научный и юридический. И вот это образование позволило ему, в общем-то, реализовать себя и в области популяризации научных достижений. Он говорил о сложных вещах простым, понятным для обычного человека языком. И вот я хотела бы показать те издания, которые есть в фонде нашей национальной библиотеки в отделе редких книг. Это книга Рубакина, которая посвящена географии. Она называется «На плавающих льдинах по Ледовитому океану». У него есть и другая книга, посвященная народам. У него есть книги, посвященные физике, химии, математике. Но еще один труд, который помогал людям того времени в самообразовании, был его библиографический указатель среди книг. Вот он у меня в руках, и это переплет тогда еще сделанный Уфимским земством, потому что это книга из земской библиотеки. Среди книг справочные пособия для самообразования и для систематизации комплектования общеобразовательных библиотек, а также книжных магазинов.
То есть благодаря вот такому указателю человек мог по ступеням продвигаться в своем самообразовании. И таким образом вот фонды земских библиотек, они очень тщательно комплектовались. Причем на территории Уфимской губернии ведь существовали не только русские земские библиотеки, то есть предназначенные для русскоязычного населения, но существовали и библиотеки, предназначенные для народов, проживающих на территории нашего края. Прежде всего начали создаваться так называемые татаро-башкирские земские библиотеки. И вот здесь я должна упомянуть имя замечательного человека, подвижника книги Мавракяна Васильевича Амирова. Когда 10 лет назад я писала о нем монографию и открыла для себя вот этого человека, его жизнь, он посвятил книге и просвещению более чем полвека. Вот этот человек открылся для меня с самых разных позиций. Выпускник медресе Усмания, учитель, работавший в Иркутске в начальной школе, предназначенной для детей иркутской каторжной тюрьмы. Затем, вернувшись в Уфу, Мавракян Васильевич Амиров работал в издательском деле, а потом стал сотрудником Уфимской губернской земской управы. И вот именно он, в общем-то, начал создавать сеть библиотек, предназначенных для коренного населения нашей губернии. Помогала ему в этом специальная библиотека, которую он сам и формировал, это библиотека «Инородец». Дело в том, что он отслеживал все новинки, которые появлялись на языке тюрки, и заказывал их для Уфимской губернской земской управы. А затем уже на основе вот этих книг и начал формировать фонды для первых 6 библиотек татаро-башкирских, открывшихся в 1913 году на территории Уфимской губернии. 6, потому что сначала открылась по одной земской библиотеке, предназначенной для татаро-башкирского населения. Сам Мавракян Васильевич Амиров, пройдя конкурсный отбор, стал и заведующим одной из этих библиотек. Это Бураевская районная библиотека. И вот как он описывает свое назначение в своей автобиографии. Сдав свои дела в губернской управе, 7 декабря 1913 года выехал в деревню Бураево Бирского уезда в качестве заведующего районной библиотекой. К моему приезду уже было приготовлено арендованное под библиотеку помещение. Помещение имело 2 половины. Одна назначалась под библиотеку, другая под квартиру заведующего. Штат состоял из заведующего и приходящего сторожа. Официальное открытие библиотеки состоялось 7 февраля 1914 года. Фонд первоначально включал 1330 книг на татарском и русском языках. И в нее сразу же первоначально было выписано 22 названия газет и журналов. Впоследствии в эту библиотеку стало поступать уже 25 газет и журналов. Для того времени это была очень большая подборка периодических изданий. В помещении, как отмечал сам Мавракян Васильевич Амиров, висели портреты писателей Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Чехова. Имелись полное собрание сочинений этих классиков. И очень быстро Амиров привлек население в свою библиотеку. То есть у него появились активисты, так называемый читательский актив. И опять-таки, если обратиться к его воспоминаниям, он пишет: «Было немало стариков, пожилых людей, которые пешком приходили в районную библиотеку за 10-15 километров и целыми днями оставались в стенах библиотеки за чтением книг, газет и журналов.
Были они особо благодарны библиотеке за то, что она имела к их услугам все необходимое для пребывания в библиотеке. От очков разных размеров до умывальника с теплой водой и туалетным мылом. Исключительный уют, чистота, тишина и порядок библиотеки служили серьезным стимулом для привлечения массы читателей. Библиотека служила своего рода клубом, где читатели могли получать приятное с полезным. К 1917 году на территории Уфимской губернии было создано уже 103 библиотеки, предназначенные для ино-русских народов. Это были татаро-башкирские библиотеки, библиотеки для мордовского населения, марийского библиотеки, даже 2 латышские библиотеки, потому что в нынешнем Архангельском районе были поселения латышей. И открытие такого значительного количества библиотек всего за 4 года, конечно, можно считать очень большой, значительной услугой Уфимского земства в организации просветительской деятельности среди народов Башкирии. И в целом к 1917 году на территории Башкирии уже существовала разветвленная сеть земских библиотек. Она включала в себя библиотеки низшего типа, библиотеки повышенного типа, библиотеки районные. И в том числе было 6 библиотек, которые предназначались для земских служащих. Всего на территории Уфимской губернии к 1917 году было открыто 357 библиотек. У Уфимского земства были очень большие планы. По планам земства к 1922 году сеть земских библиотек должна была покрыть всю площадь Уфимской губернии так, чтобы расстояние между библиотеками не превышало 3 километров. Вот этот принцип впоследствии был реализован уже советской властью при создании своей собственной сети библиотек. Спасибо.